Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Конференция на тему «Информационная политика в современном мире» прошла в Сухуме. Организатор мероприятия – посольство Российской Федерации в Республике Абхазия. В обсуждении приняли участие министр иностранных дел Даур Ковя, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, политологи и руководители ведущих СМИ Абхазии. Открывая мероприятие, российский посол Алексей Двинянин отметил, что устойчивая работа и защищенность информационных систем, средств коммуникационной связи для любой страны сегодня имеет стратегическое значение. Информационная политика является важным фактором обеспечения суверенитета, обороноспособности, безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления на базе передовых, в том числе цифровых технологий. В России в декабре 2016 года утверждена доктрина информационной безопасности. С 1 января текущего года вступил в силу в Российской Федерации Федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Таким образом, в нашей стране заложен надежный правовой фундамент для дальнейших практических шагов на этом направлении. Хочу при этом подчеркнуть, что мы никому не навязываем ни свою правовую основу, ни, в принципе, защиту информационной безопасности. Каждое государство вправе решать эти вопросы самостоятельно. Отмечу и то, что ряд стран уже фактически поставили информационные технологии на военную службу, формируют свои кибервойска, а также активно используют информационное поле для ослабления конкурентов, продвижения своих экономических и политических интересов, решения геополитических задач в целом, в том числе в качестве фактора так называемой мягкой силы. Мы должны бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма. Я вот забыла назвать, есть такие... Как отметил глава МИД Абхазии Даур Ковя, сегодня информационная политика становится одним из ведущих компонентов реализации геополитических интересов. Ее во многом формируют успехи государства на международной арене, положительный образ страны в мировом общественном мнении. Информационная политика, конечно же, является важной составной частью внешнеполитической стратегии Республики Абхазия. Напомню, что одним из направлений деятельности нашего государства является создание привлекательного имиджа республики за рубежом. Это масштабная работа, которая, конечно, не ограничивается деятельностью только Министерства иностранных дел. В эту работу включены многие другие учреждения и ведомства нашей республики. Что же касается деятельности МИД Абхазии, то я бы хотел отметить, что наша работа включает в себя, помимо качественного освещения деятельности МИД внутри страны, создание условий для непредвзятого, объективного восприятия Республики Абхазия в мире. И на этом направлении еще очень много предстоит работы. Конечно же, соглашусь с тем, что информационный вакуум вокруг Абхазии все еще сохраняется, и он присутствует. В его преодолении большое значение мы отводим полноценному развитию и совершенствованию всех имеющихся у Республики Абхазия информационных ресурсов. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы таких ресурсов у нас стало гораздо больше. И с этой целью мы изыскиваем различные возможности до донесения наших позиций до широкой международной аудитории. Мы презентовали одну из площадок, которую назвали «Про-Абхазия». То есть это тоже одна из таких площадок, на которой мы стараемся рассказать о том, что такое Абхазия, кто проживает на территории Абхазии, рассказать об истории, быте, культуре и прочее. Работа эта ведется под эгидой Совета молодых дипломатов Республики Абхазия, которые, в свою очередь, хочу подчеркнуть, очень активно работают в сотрудничестве с Советом молодых дипломатов Российской Федерации. И я хочу отметить, что эта работа приносит очень хорошие результаты, которые выражаются в совместных конференциях, мероприятиях, которые происходят как на территории Абхазии, так и на территории Российской Федерации. Участники дискуссии выразили свою точку зрения по обсуждаемой теме. В частности, было отмечено, что очень важно привлекать в медиапространство молодежь. Чтобы абхазские СМИ могли выйти на международный уровень, надо вкладывать большие усилия и средства в их оснащение квалифицированными кадрами и инструментарием.
Уже несколько дней на мусорном полигоне в районе Маяка в Сухуми идут работы по строительству временного котлована для утилизации твердых бытовых отходов. Работы ведутся согласно распоряжению президента по решению существующей на полигоне проблемы. Работы ведутся за счет средств городской администрации. Саид Джарсаля продолжит тему. Сухумский мусорный полигон в районе Маяка функционирует на протяжении 50 лет. Каждый день туда со всего города ежедневно привозили большое количество твердых бытовых отходов. С каждым разом территория мусоросвалки расширялась, и на сегодняшний день она составляет более 60 гектаров. После того, как свалка приблизилась к жилым домам, жители стали бить тревогу. По их словам, свалка собирает мух, комаров, крыс, главных переносчиков инфекции. А об опасном для здоровья токсичном запахе, который идет от полигона, и говорить не приходится. Местные жители собрали подписи с просьбой о закрытии свалки и обратились в кабинет министров. Премьер-министр Валерий Бганба и глава города Сухум Адгур Харазия, приехавшие на встречу с жителями, отмечали, что проблема мусорного полигона на Маяке давняя, и решить ее за день или за месяц не получится. К вопросу о решении проблемы мусоросвалки присоединились и депутаты Народного собрания парламента республики. После того, как экологи изучили и дали критическую оценку ситуации на свалке, президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение в целях решения вопросов, связанных с утилизацией бытовых отходов на полигоне в Сухуме, согласно которому администрации Гулрыбского района предписано выделить земельный участок и подготовить его по всем нормам для утилизации твердых бытовых отходов до первого квартала 2019 года. А до этого времени, по распоряжению президента, столичной администрации было поручено подготовить дополнительный котлован для утилизации мусора и обеспечить подъездные пути и водоотведение от него. Работы по подготовке временного котлована идут уже 4-й день. Работы ведутся сегодня, и я думаю, что в течение 10-15 дней работа будет завершена. Работа представляет из себя рытье котлована самого. Вот вы видите, сейчас работает техника. Помимо этого, дорога подъездная к котловану, площадка для сброса мусора. Там есть такие технологические вопросы, которые нужно учесть, чтобы нормально функционировало. Это вообще территория, вот где мы сейчас находимся, это место так называемой старой свалки, которая уже давно не действует. Здесь свои сложности, потому что раньше мусор не закапывался, а бросали сверху. То есть это все надо расчистить территорию, выкопать котлован новый. Вот эти вот сложности есть, но они преодолимы. Временный котлован будет достигать 200 метров в ширину и 5 метров в глубину. По словам специалистов, этого вполне достаточно для утилизации объема мусорных отходов в столице на 2-3 месяца. Закрытие мусорного полигона на Маяке и перенос его в другое место запланировано на первый квартал 2019 года. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялся показ документальных фильмов об Абхазии. 2 уникальных фильма, снятых в 1926 и 1930 годах, рассказывающие о природе и климатических условиях Абхазии, а также о быте и традициях народа, вызвали у зрителей большой интерес. В вопросах, связанных с кинематографией, у Абхазии есть история, пусть и небольшая, но своя. Начало съемочного процесса в нашей стране отсчитывается с 1911 года, а фотография в Абхазии появилась еще в конце 19 столетия. Историк кино Рита Пация уже более 30 лет занимается изучением киноматериалов об Абхазии. При поддержке миссии ПРООН ей удалось провести большую работу по поиску сохранившихся в архивах Российской Федерации документальных фильмов и кадров начала XX века. Самое раннее, которое, то, что мы можем найти, 1911 год. Ну, это парад на Красной Поляне, скачки в Сухуме и так далее, касающиеся вот этого периода. Потом, значит, шествие эстонцев, это хроникальные какие-то куски по улицам Сухума отмечали 50-летие своего пребывания в Абхазии. Вот такие, но это довольно известные материалы, но вот есть они реальные или нет, мы не знали. Когда-то у нас даже
даже в музее были какие-то пленки, но кинопленка в музее пришла в негодность, и мы, к сожалению, говорить о том, что мы имеем сегодня в Абхазии, вот в связи с тем, что технически не смогли ее сохранить, не можем сказать, что имеем. Потому вот благодаря вот этому проекту удалось найти какие-то вот фильмы и приобрести их копии. 2 документальных фильма «10 дней в горах» 1930 года и «Абхазия» 1926 года, снятые основоположником советской операторской школы Юлием Желябужским, вызвали у зрителей большой интерес. Следует отметить, что над сценарием одного из фильмов работали видные деятели того времени – Кондрат Дзидзария и Симон Басария. У каждого из присутствовавших на показе была возможность погрузиться в непростую реальность начала XX века, увидеть и почувствовать, как жили предки, окунуться в их быт и традиции. То, что это 25-26 года работы и об Абхазии, это, естественно, очень интересно, потому что это интересно еще и с чисто вот познавательной стороны, потому что мы же не имеем таких фильмов, где бы были запечатлены наши старики, наши долгожители или наши обряды, ритуалы и так далее. То есть это вообще для нас это очень большая ценность. Рита Пация планирует и дальше заниматься изучением истории абхазского кино. В частности, в новом году Рита собирается организовать показ документальных фильмов, снятых первым абхазским профессиональным кинематографистом Виктором Патейпа. В 2019 году исполнится 120 лет со дня его рождения. Ирина Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Приближается один из любимых праздников в году. В столице полным ходом идет подготовка к Новому году. Елка на площади Свободы в Сухуми уже установлена, но новогоднее убранство города еще не закончено. Подготавливается также большая праздничная программа. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Во все времена ель была главным символом Нового года и Рождества, а также уюта, тепла. И сегодня представить без нее праздник невозможно. На площади Свободы в Сухуми уже установили 18-метровую красавицу. Искусственная новогодняя елка украшена преимущественно красными и серебристыми шарами, а также игрушками. Не обошлось и без символа наступающего 2019 года – желтой свиньи. Здесь же у главной елки страны организованы развлекательные игровые площадки, куда родители могут привести своих детей. Но вот цены за прокат игрушек оказались очень высокими. К примеру, прокатить ребенка 5 минут на радиоуправляемой машинке родителям обойдется в 100 рублей. Это очень накладно для семей с несколькими детьми. Провели встречу с этими предпринимателями. Им было разъяснено, что для осуществления предпринимательской деятельности в первую очередь им необходимо оформить необходимую документацию в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Сухум. Было предъявлено требование о том, чтобы определенной категории наименее социально защищенных детей, это подопечные фонда КЕРАЗ, учащиеся вспомогательной школы, каких-то других благотворительных организаций, чтобы у них была возможность в течение дня определенное время пользоваться услугами аттракционов бесплатно. Кроме того, те расценки, которые были предпринимателями вывешены изначально, они также будут пересмотрены в сторону снижения. Управление экономики и муниципального имущества будут периодически выезжать на место и смотреть. Те, кто будет нарушать оговоренные условия, которые вчера обсуждались, они просто не будут работать в этом месте. Рядом с главным символом празднования Нового года устанавливается сцена, где в новогоднюю ночь пройдет праздничный концерт. Помимо этого, здесь уже установлена мини-сцена, где будут концерты и представления для детей, а также интерактивные игры. 26 числа Управление культуры открывает эти наши мероприятия. Значит, музыкальные школы, школы искусств, они выступают, хореографические коллективы, а также студия Хиблы Мукба, Дореми, они показывают новогодние приключения сфинксов в Абхазии. Далее будут различные интерактивы, до 8 часов здесь будут проводиться разные мероприятия до 7 января. Также в микрорайонах это Синоп, Турбаза, Старый поселок, Новый район. И это тоже у нас традиция. Управление культуры администрации города Сухум организовывает интерактивы для местных жителей этих микрорайонов. Это с 25 числа 4 часа по графику мы будем проводить эти интерактивы.
Помимо этого, городские власти планируют украсить территорию вокруг главной елки страны. Дорога к площади Свободы от улицы Ардзенба будет украшена светящимися гирляндами. В парке Свободы установят оленей и снеговиков с подсветкой. Деревья и кусты украсят яркими гирляндами. А возле елки будет инсталляция из бегущих оленей с Дедом Морозом. Мини-3D-кинотеатр, где будут транслировать рождественские фильмы для детей и взрослых, а также новогодняя фотозона. Словом, гостей и жителей столицы ждет еще много приятных сюрпризов. Но при этом стоит отметить, что в предыдущие годы нередки были случаи кражи и порчи елочных украшений. Чтобы этого не повторилось, столичная администрация установила на площади у елки камеры видеонаблюдения. Очень хочется обратиться, что мамы, следите за своими детьми, чтобы не трогали. Если фотографируются, у нас будут здесь фотозоны. Очень интересные, красивые фотозоны. Вы можете подойти сфотографироваться. А те вот у нас атрибутика, которая новогодняя стоит, желательно, чтобы не сажали туда детей. Это все портится. Это все делается для красоты. Пожалуйста, берегите. В этом году вот мы решили установить камеру. Это вынужденная мера. И все, что будет происходить у нас на площади, это у нас будет отражаться на камере. Чтобы праздник ощущался не только у главной елки, но и по всему городу, на проспекте Аяйра развесили праздничные гирлянды. Еще планируется украсить и проспект Леона. Сегодня-завтра должны дополнительные гирлянды, дополнительные осветительные приборы, оборудование должно прибыть больше 1 миллиона рублей, вот, которое будет освещать, мы это будем вешать тут буквально со следующего дня по проспекту Леона от остановки ГУМа до набережной. Часть этих гирлянд будет переноситься на набережную. Все работы по новогоднему убранству Сухума будут завершены до 25 декабря, а в новогоднюю ночь праздничная программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи при любой погоде. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Посольство Республики Абхазия в России и руководство абхазской диаспоры в Москве организовали новогодний карнавал для наших маленьких соотечественников. Детишек ждали множество сюрпризов, подарков и развлечений. Скучать никому не пришлось. До самого главного и любимого всеми праздника осталось уже совсем немного. Москва празднично наряжена, а выпавший снег добавляет еще больше новогоднего настроения. В эти дни во всех организациях и учреждениях проходят праздничные мероприятия. Ежегодно своих маленьких соотечественников поздравляют наше посольство и московская абхазская диаспора. В этом году они провели совместный праздник. В здании посольства состоялся новогодний карнавал. В этот день все здание посольства оказалось во власти детей. Сначала проходили веселые игры и викторины. Затем у новогодней елки прошло сказочное представление. Детей здесь развлекали Снегурочка, Дед Мороз и Баба Яга. Злая старуха хотела помешать празднику, но ее козни быстро раскрылись. Детишки простили ее, и она радостно присоединилась к общему веселью. Оказалось, что и детишки тщательно подготовились к встрече с Дедом Морозом. Они прочитали стихи и спели песни, ведь подарок надо заслужить. Падай, падай, белый снег, радуй, радуй всюду всех. Падай, падай на село, на гусиное крыло. О, Саша, сам лежит за гора. О, нельзя трогать. Но впереди было еще много сюрпризов. В другом зале уже подготовились фокусники. Они показали трюки с электричеством и жидким азотом. Особо смелые детишки и сами приняли участие в фокусах. Праздник завершился красочным фейерверком. В Абхазской государственной филармонии открылся камерный малый зал. В церемонии открытия приняли участие представители Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясно-Сакирский, а также искусствоведы и любители камерной музыки. На открытии зала выступил Государственный камерный оркестр страны под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста Абхазии Давида Тырзяна. Зал вмещает 100 мест. Открытие малого зала состоялось при поддержке фонда президента страны.
Этот зал может использоваться не только для музыкальных концертов, он может использоваться для презентаций, скажем, литературных встреч, для вернисажей художников. То есть, и, кроме того, мы планируем все-таки проводить в этом зале огромное количество разноформатных музыкальных мероприятий. Это будут и выступления камерного оркестра, возможно, будут выступления оркестра с солистом. В нем замечательная акустика, он светлый, уютный, комфортный. Мы рады, что это произошло, и будем держать в курсе наших зрителей о новых событиях в этом зале. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачное с прояснениями, погода без осадков. Температура воздуха 12-17 градусов, температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.